Политическая повестка в Молдове остается напряженной. На фоне отставки премьер-министра продолжается все еще кризис в Гагаузии. После заявлений нового спикера НСГ Валентина Гайдаржи на недавней пресс-конференции в Кишиневе вновь возникли вопросы. А был ли поиск компромисса между комрадами Кишиневым искренним или стороны лишь демонстрировали готовность к диалогу? Каким может быть решение Конституционного суда и что способно вывести ситуацию из затянувшегося кризиса в автономии? Об этом сегодня поговорим с советником премьер-министра Уазу Нантоем. Приветствую вас, друзья! Это «Свободный взгляд» на Гагаузмедиа и я, Екатерина Жекова. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии, друзья. Ну а мы начинаем. Приветствую вас, господин Нантой. Спасибо, что согласились на это интервью с нами. И давайте проговорим о самом главном, что волнует сегодня, буквально, наверное, всех, кому интересно, как минимум, политическая повестка жизни нашей страны. Была озвучена отставка премьер-министром Александром Мунтяну, и к этому моменту, когда мы с вами записываем это интервью, уже состоялось таки и отказ от занятия этой должности дальше как ИО премьера. Да? Много было разговоров вокруг того, почему премьер уходит в отставку, вынудили, не дали возможность разобраться с теми верешорами, с теми завышенными заработными платами, с той коррупцией, которая имеет место быть на госпредприятиях и не только, и поэтому был вынужден уйти в отставку. Такие мнения есть в социальных сетях как минимум. И я хотела бы спросить у вас, а какова истинная причина ухода господина премьера с этой должности? Что можете сказать как советник? Добрый день, спасибо за приглашение, но я сразу вас разочарую, потому что у меня есть общее впечатление от того, что происходит в Молдове, но я не готов утверждать категорически, почему именно премьер-министр Молдовы господин Мунтяну принял решение уйти в отставку. Мы с вами видим, с одной стороны, что это мое личное мнение, то с тех времен, когда Молдова проходила через ковид, через энергетический кризис, центральная власть вынуждена была запустить какие-то льготные программы. И эти программы сейчас, судя по всему, правительство собиралось урезать, потому что Молдова должна, наверное, изменить отношение к внешним заимствованиям. Цена внешних заимствований возрастает, и нужно было изменить налоговую политику. И вот эта концепция изменения налоговой политики, она провоцировала неоднозначную реакцию в обществе, и даже президент страны госпожа Майя Санду за несколько дней до объявленной отставки премьера публично заметила, что правительство не должно торопиться с этими мерами, то нужно подготовить общественное мнение. И мы видим, что когда, например, говорят о проблемах с предприятиями с государственным капиталом, что вот там молдаться проблема. Я могу сказать, что, исходя из того, что я знаю, проблемы на предмет управления, эффективного управления государственной собственностью, они есть во многих предприятиях. И эту проблему партия «Действие и солидарность» унаследовала. И просто то, что произошло в последнее время, это, можно сказать, вскрыли нарыв. Но это я не думаю, что это связано с отставкой премьер-министра, особенно в ситуации, когда премьер-министр четко заявил, что этот контрольный корпус, как это называется, при премьер-министре должен подать в отставку. Это означает, что государственные структуры Республики Молдова длительное время терпели вот эти хронические проблемы, и сейчас эти проблемы вышли на первый план, но я не думаю, что это связано вот так с отставкой. Поэтому я считаю, что премьер-министр абсолютно корректно заявил о том, что он не хочет пускаться в рассуждения. Здесь для нас принципиально важно, как для граждан Молдовы, то, что есть парламент и есть стабильное парламентское большинство.
Президент страны уже подписал указ о том, что господин Евгенис Макеску будет исполняющим обязанности премьер-министра, а она, соответственно, проведет консультации с парламентскими партиями. А господин Антой, можем ли... Да, я прошу прощения, да, договорить. парламентские партии, как мы понимаем, у нас очень разные, да, и кто-то согласился на эти консультации, кто-то отметает с порога эти консультации. Но я считаю, что в ближайшее время будет объявлена кандидатура нового премьер-министра. Тот же господин Игорь Гроссу сказал, что он не считает, что в новом составе правительства будут какие-то радикальные изменения, потому что большинство министров, по его мнению, успешно справлялись со своей работой. Так что будем надеяться на то, что мы преодолеем эту, я бы не назвал это политическим кризисом. Кризис — это, например, в соседней Румынии, где уже, я забыл, сколько времени ведутся переговоры ни о чем и не могут сформировать новое правительство. Ваша позиция понятна, но можем ли мы говорить о том, что правительство Александра Мунтяна не выдержало этих кризисов? Но все-таки это кризисы, которые как минимум обнаружились и в государственных структурах, в государственных этих учреждениях, и с налоговой новой реформой, которую предлагали, недостаточно хорошо обсудив или не будучи готовыми к тому, чтобы учесть мнение гражданского сообщества и не только. То есть был такой большой нажим со стороны общественности и разных политических образований. Вот, может быть, кризис просто не выдержало правительство Мунтяна? Знаете, когда говорят о том, что политики не выдерживают нажим, я задаю себе вопрос, а зачем ты пошел в политику? Но так есть этот вопрос, зачем пошли? Но в данном случае, очевидно, получилась нестыковка, скажем так, между видением премьер-министра, как нужно действовать дальше, и ожиданиями правящей партии и президента. И на основе этой нестыковки вот господин Мунтян принял решение уйти в отставку, что не является, собственно, повторяю, трагедией в ситуации, когда и представитель Европейской комиссии в Республике Молдова заявил о том, что взаимоотношения Евросоюза и Республики Молдова остаются конструктивными и рабочими. И мы рассчитываем на то, что в ближайшее время, я повторяю, будет новый премьер-министр, и уже тогда все претензии будут к нему. Ясно. У нас есть, многие сейчас высказываются по поводу того, почему Александру Мунтян принял такое решение. Оппозиция очень сочувствует, говорит, что не дали возможности реализовать какие-то свои видения премьер-министру. Но есть мнение, которое совсем недавно, буквально за час до нашего с вами подключения, высказал господин Ион Стурза, и я хотела бы, чтобы эту цитату сейчас, если можно, наша режиссерская, чтобы выдала в эфир. И мне кажется, что это мысль, которую сказал Стурза, следующее. Сегодня последний день на посту премьер-министра господина Александра Мунтяна. Прежде всего, речь идет о достойном человеке, которого я знаю более 30 лет и которым я очень дорожу. Но одно дело человека, другое премьер-министр. Сегодня много спекуляций, в действительности все гораздо проще. Бремя этой должности намного превысило физические, умственные и в определенной степени даже профессиональные возможности человека. Вы поддержали бы такое мнение? Ну, конечно, господин Стурза достаточно умеет ярко выражать свою позицию. Он с господином Мунтяну общался 30 лет, я больше 30 лет. Правда, у нас были большие перерывы. Когда-то мы вместе работали в Академии наук. Он был успешным физиком, я работал в Центре автоматизации и метрологии, занимался физическими исследованиями в области физики твердого тела. И здесь, очевидно, все-таки я... Тому, что сказал господин Стурза, я бы добавил акцент то, что вот сейчас правящая партия и сама госпожа Майя Санду подверглись этим нападкам в связи с вспыхнувшими скандалами. И вот эта атмосфера, она, очевидно, сыграла какую-то роль
в том, что господин Мунтяну принял решение уйти в отставку, а не в том, что он не справился. Просто была нестыковка видений, как преодолевать эту ситуацию. Но я повторяю, здесь мы с вами находимся в такой, ну, не то что неприятной, но ненормальной ситуации. Есть господин Мунтяну, он достаточно четко обозначил свою позицию. И здесь, собственно, я как гражданин Молдовы смотрю на то, что сказал господин Гроссу, что основные игроки в правительстве останутся. Для меня лично важно, чтобы те инвестиционные проекты, которые были запущены с участием премьер-министра Александра Мунтяна, чтобы они не пропали в туне, чтобы эти процессы продолжались, потому что для Республики Молдова чрезвычайно важно перейти от бесконечного заимствования к жизнеспособной национальной экономике. А это без инвестиций долгоиграющих и качественных достичь невозможно. А господин Нантой, если господин Гроссу, вы второй раз уже приводите его пример, его фразу, что основная часть правительства министров останется. Но о чем это говорит? Тогда для чего надо разыгрывать вот эти консультации с оппозицией, со всякими представителями в парламенте? Уже есть решение у господина Гросса? Во-первых, когда мы говорим разыгрывать, это не совсем корректно. По той простой причине, что я помню, как были разыграны консультации. Ну и некорректно говорить, что останется, наверное, часть правительства, потому что, может быть... В 2001 году. Но это мнение господина Гроссу. А по Конституции президент обязан проконсультироваться. Безусловно. И президент, и правящая партия не могут, скажем так, игнорировать тот факт, что общественное внимание сфокусировано на этом процессе, и для правящей партии, и для президента принципиально важно, чтобы общество восприняло позитивно кандидатуру нового премьер-министра, поэтому консультации не могут быть фикцией. И здесь остается только сожалеть, что некоторые политики не будут там, скажем так, употреблять адекватную лексику, заявили, что они не будут участвовать в этих консультациях. Это неправильно, потому что у тебя Но потом есть уже успели заявить, что все-таки будут участвовать. К этому моменту есть мнение, день назад не хотели участвовать, сейчас уже хотят участвовать. И такое мнение есть. Ну, посмотрим. Поэтому я и говорю, демократия предусматривает транспарентный процесс. И я повторяю, что и президенту страны, и правящей партии важно, чтобы кандидатура нового премьер-министра была воспринята позитивно общественностью, и чтобы мы увидели ту политическую стабильность, которая нам жизненно необходима сейчас в ситуации, когда, я повторяю, были запущены инвестиционные проекты, есть партнерство с Евросоюзом. Сейчас мы не имеем права на раскачку и на какие-то внутренние неконструктивные конфликты. Невозможно не согласиться, и с вами в унисон думает, как я понимаю, я хочу его цитату сейчас привести, господин Шалару, Анатол. И поговорим о том, как вы относитесь к его мнению. Игорь Гроссу должен стать премьер-министром. Партия ПАС находится у власти уже 6 лет и больше не может позволить себе играть в игру. Пришло время для результатов и принятия решений, основанных на фактах. Республика Молдова начала переговоры до вступления в ЕС, поэтому будущий премьер-министр должен быть способен продолжить этот путь, реализовать запланированные реформы и привести национальное законодательство в соответствие с европейским законодательством. В большинстве европейских демократий премьер-министром, как правило, является лидер партии, победивший на выборах и имеющий парламентское большинство. Имеющий. Ну, вот как-то так высказался господин Шалару. И что скажете? Готово ли? Ну, вот вы говорили о том, что Гроссу знают, что некоторые министры останутся. Вначале я должен был комментировать высказывание господина Стурзу. Сейчас то, что сказал господин Шалару. Безусловно, никто не спорит с тем, что в европейских странах, в ряде европейских стран есть такая традиция, что председатель, победивший на выборах политической партии, автоматически становится кандидатом на должность премьер-министра.
И если ему удается создать парламентскую коалицию, если у него нет абсолютного большинства, тогда он становится премьер-министром. Но в данном случае у нас есть наша конституция, наша уже небольшая традиция, да, которая сформировалась. И давайте вспомним, что и господин Василий Тарлев 7 лет был премьер-министром, а в ситуации, когда единоличным хозяином партии коммунистов был Владимир Воронин. Поэтому я согласен с господином Шалару с точки зрения теории, но есть наша практика, и поэтому сейчас я думаю, что мы в ближайшее время услышим кандидатуру нового премьер-министра. Давайте будем исходить из того, что пока эта кандидатура не объявлена, мы можем высказывать свое мнение, но как-то менять в последний момент правила игры, это не, скажем так, повторяю, есть Конституция, президент проведет консультации, и тогда посмотрим, кто нам будет предложен в качестве нового премьер-министра. Но высказывание мнений – это самое, что есть настоящий демократический подход к этим обсуждениям в демократическом обществе, не так ли, господин Антон? Я с вами полностью согласен. Более того, я так считаю, что в не очень отдаленном будущем, возможно, в нашем обществе возникнет вопрос о пересмотре некоторых положений Конституции и так далее, и так далее. Но не сегодня и не сейчас, потому что вот сейчас переговорный процесс с Евросоюзом, мы видим, насколько драматические события происходят в Украине. Сегодня, наверное, даже при всем нашем нейтралитете для нас очень важно, как пройдет саммит НАТО в Анкаре, потому что вопрос региональной безопасности зависит не от нашего нейтралитета, а от значительно более сложных и глубоких процессов. Поэтому я считаю, что сегодня есть все условия для того, чтобы обеспечить политическую стабильность и назначение нового состава правительства с новым премьер-министром, и нужно идти по этому пути. Другое дело, что я с вами полностью согласен, то любая власть, она должна быть открытой для диалога с обществом и для критики, спокойно воспринимать конструктивную критику. И здесь, я видел, что, по крайней мере, вот эта реакция на идею реформирования налогового кодекса, она была очень неоднозначной, и, наверное, действительно нужно было не то, что подготовить общественное мнение, а эти проекты должны были быть результатом каких-то дискуссий в обществе. Поэтому, я говорю, идеальных политиков не бывает, вот, за исключением Северной Кореи, туда же стремится Россия. Поэтому давайте останемся оптимистами, исходя из того, что у нас есть стабильное парламентское большинство, и посмотрим, как будет выглядеть новый состав правительства, будут ли какие-то уточнения по части принципиальных моментов, как то налоговая реформа, реформа местной администрации, что будет с этими предприятиями, которые с государственным капиталом. Но это по-любому длительный процесс, который не решается в одночасье. Господин Антон, я вижу ваш совершенно такой абсолютный спокойный взгляд на то. Вам кажется, что никакой напряженности, не то что никакой напряженности, но вы считаете, что это нормальная напряженность для того, чтобы правительство смогло выйти из этого кризиса, который сейчас обнаружился. Но у меня есть один вопрос. И он касается, конечно, вот этих вот высоких зарплат, неимоверно высоких, непозволительно высоких, да, которые действительно очень серьезно создали серьезное напряжение в обществе. Люди не готовы слышать, рядовые граждане не готовы слышать о таких зарплатах, как 120 тысяч, 150 тысяч и так далее. И у меня в связи с этим вопрос, может ли партия, которая пришла с лозунгами меритократии, допускать подобное? И очень коротко, как это отзовется на ПАС, на ваш взгляд? Давайте все-таки определимся. Есть зарплаты в бюджетной сфере, есть некоторые государственные структуры,
которые получают фонд зарплаты, который формируется не из бюджетных денег. Это, насколько я понимаю, та же агентство по регламентации в энергетике, та же Молдатса, та же комиссия по ценным бумагам. То есть и когда Я мы понимаю, о говорим... чем вы, но людям сложно объяснить, что у нас пенсии вот такие, зарплата нет, среднемесячная нет. такая, Знаете, а что? кто-то получает 150 тысяч. Знаете что, вот людям сложно объяснить, мне тоже сложно объяснить, на кого рассчитано жилье, которое строится в Кишиневе при таких ценах, да? Ну а на кого вы думаете при тех зарплатах, Нет, которые... и когда я сижу за рулем в этом городе, Кишиневе, я вижу столько дорогих машин, стоимость которых начинается от 100 тысяч евро и выше, да? Я так предполагаю, я не занимался торговлей машинами, но когда видишь машину типа Майбах, да, то это те, кто слышали хоть раз, понимают, о чем речь, да, в Кишиневе. Да? Поэтому, когда мы говорим о высоких зарплатах, то это чисто советский коммунистический подход. Забрать и поделить, да, подразумевается. А я считаю, что подход должен быть диаметрально противоположным. Мы должны найти объяснение, почему в нашем обществе воспроизводится бедность, почему закрыты социальные лифты для молодых, почему молодежь вынуждена уезжать, почему наши села превратились в умирающие села и без какой-либо перспективы, и что делать с тем, чтобы бедность не идентифицировалась с умирающими селами. А правящая партия ответила ли на эти вопросы? Нет, правящая партия не ответила на эти вопросы не ответила ни одна партия, начиная с 27 августа 1991 года, когда мы провозгласили свою независимость. Поэтому когда мы говорим о том, что кто-то получает зарплату 120 тысяч лей, так надо посмотреть, какая ответственность лежит на этом человеке, который получает такую зарплату. Потому что я повторяю, я много раз участвовал в избирательных кампаниях. Я исходил, наверное, не одну сотню километров, общаясь с людьми в самых разных населенных пунктах. И я пытался объяснять людям, что если, уважаемые, если ты пенсионер, я пенсионер, если мы заберем зарплату у 101 депутата и поделим на 700 тысяч пенсионеров, нам не хватит даже на спички для того, чтобы закурить. Понятно. Поэтому задача не в том, чтобы завидовать, забрать и поделить, чтобы всех уравнять в нищете. А проблема в том, чтобы дать возможность людям зарабатывать честно и вырваться из нищеты. Вот это сверхзадача. Но эту задачу мы не решим с вами в рамках этой передачи, раз. И во-вторых, давайте посмотрим, как будет выглядеть новый премьер-министр и новое правительство, и вернемся к этой теме. По крайней мере, я как гражданин страны понимаю... На самом деле много можно говорить об этом, но у меня совсем мало времени, а я очень хочу с вами поговорить о вашей любимой теме и о нашей трижды любимой, о Гагаузии, потому что очень важно проговорить несколько моментов, которые сейчас происходят в жизни гагаузской автономии. Вчера была пресс-конференция Валентина Гайдаржи, которого избрали новым исполняющим обязанности, новым спикером Народного собрания Гагаузии после ухода в отставку исполняющего обязанности спикера Орбанжи. Это впервые, кстати, я не знаю, я не видела, не слышала раньше еще такого, чтобы в то время, когда мандат уже просроченный, назовем его так, избирают спикера Народного собрания Гагаузии и делают еще какие-то изменения в закон. Так поступили депутаты на заседании от 3 июля. Но я не об этом, я о том, что пресс-конференция господина Гайдаржи в Кишиневе проведенная, как будто сделано это в Кишиневе для того, чтобы быть ближе к центру, да, то есть к правительству, к парламенту, для того, чтобы сказать, что давайте все забудем и начнем с чистого листа. Примерно такие вещи предлагал господин Гайдаржи. И у меня в связи с этим вопрос. Как вы думаете, как вы поняли эту пресс-конференцию? Есть ли какие-то шансы восстановить
тот диалог, о котором бесконечно говорят в Народном собрании Гагаузии, но мы поняли, что тот диалог, который ранее был построен, и все-таки была создана рабочая группа, которую по инициативе президента страны была создана, и выработано было общее решение, оно в результате не стало предметом для обсуждения на заседании Народного собрания. Как вы понимаете теперешнее предложение нового спикера НСГ? Я его не воспринимаю от слова совсем, по той простой причине, что это моя личная позиция. Мы все вывалились из Советского Союза, я имею в виду мое поколение, и так называемые отцы-основатели гагаузской автономии. Кто сейчас, например, может вспомнить, как звучала статья 78 Конституции СССР? Но мы не помним, скажите. Ну, а я вам напомню, что границы Союзной Республики не могут быть изменены без ее согласия. А как на этом фоне выглядит, например, 19 августа 90 года, когда в Комрате съезд депутатов всех уровней провозгласил Гагаузскую Советскую Социалистическую Республику и обратился к союзному центру с просьбой участвовать в подписании союзного договора. Ведь это было. Но это говорит всего лишь о том, что мы все в то время, и я в том числе, я подчеркиваю, были вопиюще безграмотны. Эта вопиющая безграмотность нашла отражение и в законе, который был принят 23 декабря 1994 года. И вот сейчас мы ожидаем, как выскажется по этому поводу Конституционный суд Республики Молдова. Это через 30 лет, да, через 32 года. А в чем вы узрели там вопиющую безграмотность в этом законе об особом правовом статусе, который был принят 23 декабря 1994 года? Очень просто. 29 июля 1994 года парламент Республики Молдова принял Конституцию Республики Молдова, которая вступила в действие 27 августа 1994 года. Согласно положениям этой Конституции, Республика Молдова является унитарным государством. И когда я слышу голоса в Комрате, то закон 1994 года номер 344 – это никакой не закон, это договор о вхождении Гагаузской республики в состав Республики Молдова, так извините, как я должен реагировать? Поэтому у нас отсутствовал на протяжении более 3 десятилетий диалог, да, на основе которого мы должны были бы прийти к консенсусу, зачем создана Гагаузская автономия. Потому что опять вот несколько дней назад в интернете можно было увидеть трансляцию очень красивого бала выпускников Гагаузской автономии, да, которые окончили лицеи, да. И что мы там увидели? А что вы увидели? То же самое можно было увидеть и в Биробиджане, и в Вологде, и в не знаю где. Но что вы имеете? Да, вы понимаете, что я говорю. А что там за... Вы хотите сказать о том, что все было на русском языке? Ну, почти все на русском языке. А что означало приветствие Евгении Гуцул на этом бале выпускников, да? Что? То есть это называется, что с одной стороны мы избираем нового председателя Народного собрания, а с другой стороны эти люди, которые один мой знакомый элегантно назвал «сетка Шора», продолжают, так сказать, контролировать ситуацию в гагаузской автономии. И мы с вами прекрасно знаем, что в гагаузской автономии создалась абсолютно анормальная атмосфера нетерпимости к любой другой точке зрения, которая не соответствует то, что продвигает сетка Шора. Потому что сразу записывают во враги народа, да, в изменники, в агентуру желтой заразы и так далее, и так далее. В этой атмосфере господин Гайдаржи, извините, как его забыл, председатель Народного собрания. Гайдаржи, да? Валентин. Гайдаржи, да. Вчера он может говорить все, что угодно. Но в этой ситуации условия для диалога появятся только в том случае, если центральная власть создаст юридическую базу и обеспечит условия для свободных и справедливых выборов в Народное собрание. А почему центральная власть этого не делает? Как вы думаете, если центральная власть полномочно использует всю власть, которая ей передана и Конституцией закреплена?
Ну, по той простой причине, что центральные власти на протяжении десятилетий вспоминали о гагаузской автономии или когда нужны были голоса. В этом смысле, например, хрестоматийный пример, когда в 2001 году Владимир Воронин с лидерами гагаузской автономии подписал документ, на основе которого гагаузская автономия обязалась агитировать и голосовать за коммунистов, а взамен и русский язык второй государственный, и вступление в таможенный союз, и рассмотреть вопрос о вступлении в союзное государство Россия-Белоруссия. То есть гагаузская автономия, Воронин обманул гагаузов, гагаузы наивно рассчитывали, что использует Воронина. Все ограничилось тем, что Воронин, используя свое конституционное большинство в парламенте, изменил статью 111 Конституции Республики Молдова, которая ничего не добавила и не прояснила. И когда мы говорим про центральную власть, то да, это уже ответственность партии «Действий и солидарность». Мое личное мнение, что с 2021 года можно было бы достичь большего. Сейчас мы ждем решения Конституционного суда и посмотрим, как будут разворачиваться события, без того, чтобы упреждать решение Конституционного суда. Но я считаю, что вот именно свободные и справедливые выборы без подкупа избирателей, циничного, да, это ключевое условие для того, чтобы диалог мог привести к позитивному результату и для гагаузской автономии, и для центральной власти. Господин Нантой, но вы чуть выше сказали о том, что там по-прежнему действует сетка Шора, как там называли ее, и тут ее так называют. Но у меня возникает вопрос, ну а кто должен бороться с этой сеткой Шора? Ведь у нас есть правоохранительные органы. Мы видим, что были задержания каких-то персон, в том числе из представителей госучреждений Гагаузии. Они были задержаны, и дальше ничего общество не знает, что со статусами тех людей, которые были задержаны на 2 месяца, вернулись и продолжают работать все в тех же структурах. И тут непонятно, почему иногда складывается такое впечатление, что Кишинев либо общественность имеют какое-то общее непонимание гагаузской общественности. Но ведь есть правоохранительные органы, которые действуют единым правилам по всей стране. Может быть, здесь нет эффективности? Я выскажу свою наивно-романтическую точку зрения, невзирая на свой возраст и невзирая на то, что каждое мое появление в интернете сопровождается комментарием, когда же он наконец сдохнет. Да? Я считаю, что прежде чем уповать на правоохранительные органы, в гагаузской автономии должно сформироваться ядро людей, которые сами принципиально заинтересованы в том, чтобы выборы были свободными, справедливыми, чтобы избиратели не подкупали, чтобы избиратели не запугивали, чтобы эти выборы действительно основывались на общем интересе граждан Республики Молдова, которые проживают в гагаузской автономии. Да, конечно, мы видели, что государственные структуры Республики Молдова оказались застигнутыми врасплох, когда ШОР на уровне всей Республики Молдова применял эти грязные технологии подкупа избирателей. И понадобилось время, понадобилось на ходу быстро менять законодательную базу для того, чтобы государственные структуры стали более эффективными в противодействии подкупу избирателей в первую очередь. Но в данном случае я считаю, что главным заинтересованным лицом в справедливых и честных выборах являются все-таки наши сограждане из гагаузской автономии. Без этого только административными путями, только присутствием там, не знаю, всей полиции Республики Молдова на избирательных участках все равно не обеспечишь нормальные выборы. В основе демократии лежит гражданин, который уважает себя и не позволяет покупать себя. А господин Нантой, ну и последний вопрос, опять же, ваш комментарий, да, но на мнение господина Гроссу, который высказался уже, что он не собирается никаких разговоров, дискуссий вести с господином Гайдаржи Валентином, новым спикером НСГ. Не считаете ли вы, что это верно? Если диалог все же нужен. Нет, диалог нужен, но я повторяю свою позицию. Диалог будет возможен только после выборов.
когда Но народное выборов нет, собрание- господин Нантой. Вы же видите, что выборов так нет. То вот есть подождем никто... решения Конституционного суда и посмотрим, какова будет позиция центральной власти. В любом случае, только центральная власть на сегодня имеет полномочия создать ту юридическую базу для проведения этих выборов и обеспечить их, скажем так, прозрачность и реально бороться с подкупом избирателей. После этого будем посмотрим, как будет выглядеть новое народное собрание. Вы знаете мою позицию. Я считаю, что должны выйти на первый план другое поколение людей, которые не зациклены на этих сказках из Советского Союза из 1994 года, которые имеют какое-то минимальное понятие, что такое правовое государство, да? И на основе этих свободных и справедливых выборов можно будет выстраивать диалог. А в ситуации, когда Народное собрание то собирается, то не собирается, то оно умерло, то оно живет, то у нее нет полномочий, о чем диалог? Госпожа Майя Санду встречалась с представителями Народного собрания. Что, еще 33 раза встречаться? Но, господин Антой, здесь нужно ставить точку. Я хочу в завершении этого чуточку оптимистичности передать вам из Гагаузии туда, в Кишинев, сказать о том, что, вы сказали, гражданское общество Гагаузии должно быть сформировано вот та критическая масса людей, которые будут понимать, что надо что-то менять, и будут от этих представителей власти этого требовать. Действительно, большинство разумно думающих, понимающих ситуацию в гагузской автономии устали от этих депутатов, которые делают вид, вернее, что они ищут какие-то компромиссные варианты и пытаются утвердить дату проведения выборов. Есть люди, которые понимают прекрасно, что нужно новое поколение депутатов, потому что многие из них уже засиделись в депутатском корпусе. Есть депутаты, которые по 20 лет, по 16, по 12 в этом народном собрании Гагаузии, и особых результатов их деятельности не видно. Но эта конкретная ситуация с кризисом не дала возможности им показать народу, что они могут разрешать эти кризисы. И сегодняшние действия того же самого Валентина Гайдаржи, на мой взгляд, это тоже из этой же оперы. Поэтому искренне благодарю вас за то, что вы были с нами. Спасибо большое за ваше мнение. Будем еще с вами связываться. Друзья, таким получился эфир с Уазу Нантой. Ситуация сложная, наблюдать надо всем, делать выводы надо каждому. Ну а мы, Гагаuz Медиа, продолжим в наших студиях обсуждать все то, что происходит в гагузской автономии, но и в нашей стране. На сегодня все. Оставайтесь с нами.